Завершилась очередная экспедиция волонтеров проекта «Общее дело» возрождения деревянных храмов Севера в Республику Коми. В течение 2 недель добровольцы восстанавливали колокольню церкви в честь собора Пресвятой Богородицы в селе Машьюга Ижемского района. А с середины августа экспедиция будет работать в селе Нючпа Кайгородского района. Об общем деле в сюжете Алены Ладыгиной. Задача экспедиции на первый взгляд проста – добраться до места назначения и выполнить запланированный объем работ. Например, убрать мусор в храме, перекрыть кровлю, сделать пол, сохранить хотя бы то, что есть. Это и называется консервация. Конечно, все это могли бы делать и сами жители, но часто им не хватает воли, сил, средств. И как нельзя кстати приезжают волонтеры, которых поначалу считают чудаками и даже не принимают всерьез. Важно то, что люди отправляются в свой отпуск на свои средства для того, чтобы работать по 12-14 часов. И это маленький подвиг, за который, конечно же, Господь воздает. Церковь в селе Машьюга освящена в 1875 году в честь собора Пресвятой Богородицы. Этот праздник отмечается на второй день после Рождества Христова и установлен в древние времена. В России не так много церквей, возведенных в честь этого праздника. А в 1884 году здесь построили колокольню. Произвело впечатление сама колокольня на нас. Потому что великолепное творение наших, можно сказать, наших зодчих. Всегда удивляет и поражает вот эта вот древняя архитектура, сделанная без гвоздей. Мы сейчас с трудом поднимаем эти доски и балки, а как же поднимали они тогда? За десятилетия советского лихолетия колокольня обветшала и накренилась. Местные жители старались как могли сохранить святыню и обратились за помощью к представителям проекта «Общее дело». В 2006 году здесь была молния, и как бы сверху был знак, что надо спасать это колокольню. Вот, поэтому и начали мы потихоньку. Восстанавливая колокольню, с каждым, не то чтобы с каждым забитым гвоздем, с каждой новой правильно и хорошо положенной либо балкой, либо какой-то опорой, либо какой-то доской, понимаем, что в эту не храм, не церковь, в эту обитель возвращается благодать. Травим. 2 недели в Машьюге пролетели быстро. Сделано немало. Убрали старый и настелили новый пол на 2 ярусах колокольни. Поставили заземление. В первый свой приезд я часто вечерами, несколько раз вечерами приходил на 3-й этаж колокольни и смотрел на то, как сделана крыша. Там использовано огромное количество перекрытий, поперечных, балок. И было непонятно изначально, как это сделали раньше, тогда, больше 130 лет назад. И удивляла мысль, то, как думали люди на тот момент, и то, какое мастерство они вкладывали в это строение. Предстоят еще высотные работы. Необходимо покрыть кровлю колокольни. Не хватало людей, но на помощь пришли местные жители. Самым ярким впечатлением во всех поездках общего дела для меня являются люди. Те замечательные люди, с которыми мы встречаемся, когда приезжаем, и те люди, с которыми мы вместе работаем, вместе кушаем, вместе молимся. И за неделю чаще всего мы становимся настоящей командой, продолжаем общаться потом и вне экспедиций. Несомненно, то для меня является, после каждой экспедиции хочется духовно расти. Когда приезжаешь с новыми желаниями помолиться, посетить те места. Поехать в экспедицию может любой человек, у которого есть желание что-то сделать для Отечества, для русской истории, для своей души. Это внутренне обогащает человека. Условия полевые, походные. Зачастую живут в палатках, готовят на костре, умываются студеной водой. Не каждый так сможет. Но все-таки находятся добровольцы, открытые люди с широкой душой и чистым сердцем, готовые ехать в глубинку, за 3-9 земель, в неизвестность, возлагая надежду на Бога. Алена Ладыгина, Павел Королев, Владимир Кривцун, телеканал Юрган.